Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши ученики, дорогие наши читатели. Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, своим друзьям. Станьте причиной успеха их жизни. Сделайте так, чтобы ваши созидательные действия в жизни было больше, чем разрушительные. Никогда не делайте разрушительные действия. Когда вы кому-то критикуете, когда кого-то вы негатив выливаете, когда кого-то сбиваете с пути, когда кого-то сломаете надежду, это тоже есть разрушительные действия. Всегда делайте созидательные действия, поддерживайте рост других людей, вдохновляйте других, молитесь за других. Если вы видите, что где-то успешно что-то двигается в жизни, мечтайте вдохновленно, поддерживайте. Почему? Знаете, за все годы своей жизни я понял, бедные люди завидуют. То есть у кого бедное мышление, они всегда, когда видят какого-то успешного, они завидуют. Им кажется, что как будто это так просто. А успешные люди восхищают. Почему? Потому что успешные люди видят, что каким трудом это достигается. Успешные люди знают, что через чего проходит человек, чтобы добиться такие вещи. Поэтому, когда они видят другого успешного, они восхищаются. Восхищайтесь другими успешными людьми. Благодарите Бога за то, что вообще в жизни через таких людей показывает нам путь, что вот это возможно, это реально и так далее. Дорогие друзья, первый вопрос такой. Господин Давлатов, сейчас на рынке предлагается огромное количество разных обучений по предпринимательству. Чем отличаются ваши мастер-классы по предпринимательству от тех, которые предлагает рынок? Дорогие наши ученики, дорогие наши слушатели, это вопрос часто мне и в тренинге зададут. Знаете, мои мастер-классы чем отличаются? Их много. Я расскажу первый. Первое, я практик, я мультимиллионер. У меня свои собственные бизнесы, 23 бизнеса. У меня опыта 66 бизнесов, даже 67 проектов уже, 67 бизнесов, которые я попытался делать. Что-то из них банкротился, что-то получилось, что-то не получилось, и что-то из них я продал, но большинство из них, что не получилось, мне пришлось даже закрыть, а что-то развивался и так далее. У меня в инвестиции очень большой опыт и так далее. Поэтому я практик, а вот практический опыт, чтобы мультимиллионер преподавал, среди большинства тренеров вы этого не найдете. Это первое отличие. Второе. У меня авторская система. То есть я разработал финансовую модель, которая по любому доходе человек может достигать финансовую стабильность. И это позволило мне выбраться из долговой ямы. То есть я человек, который в своем практике около $3 миллиона долги отдал. И самое интересное, без бизнеса у меня не было тот момент. Я банкротился, бизнеса не было, когда банкротился. Из нуля мне пришлось даже ниже нуля строить бизнес, не брав больше никакие копейки долги, построил снова бизнес. И бизнесы, которые помогли мне и закрыть и долгов, и перед этим стать опять успешными. Да, это огромная боль, огромный труд, но это помогло мне расти, стать кем я есть. Долги давили на меня, и они помогали мне развивать ту навык, которая в обычной жизни не развивалась бы. Вот такое. Поэтому это второе отличие. Третье отличие. Получается, что вы редко встретите человека, который является, то есть сочетается у него, и он и научными степенями, то есть и доктор наукам является, научно доказана его методология, что это работает. И он является и доктор наук, то есть наука признана, и одновременно, чтобы он практик был, и перед этим и одновременно, чтобы у него было хорошее умение обучать других. Часто я встречаю людей, которые, либо он практик-бизнесмен, но он не умеет учить других людей, даже своих собственных детей не могут учить. Или иногда встречаю людей, которые профессор в вузе преподают, или доктор наук, но у него нет никаких практических знаний, он понятия не имеет, что происходит с бизнесменом, когда он попадает в кризисное состояние. Он понятия не имеет, что такое работать под давлением конкурентов, под давлением рынка, под давлением, можно сказать, инфляции, девальвации и так далее, и так далее. Понимаете, это большое отличие в моих курсах от чего-либо, которое вы когда-либо видели. Понимаете? Следующая вещь. Мои курсы я обучаю не только сухой менеджмент или сухая статистика, или сухой, например, бизнес. Я обучаю очень сильно о духовной личности. И профессиональные знания это является второстепенные.
для достижения цели, поэтому это обучаю именно таким образом. Например, вуз больше акцентирует на профессиональные знания и так далее, и так далее. Разные тренинги. Так, мои тренинги, они отличаются тем, что я очень хорошо сначала личностный рост воспитываю, то есть духовный интеллект. На базе духовного интеллекта потом надо посидеть именно профессиональные знания. Когда человек духовный интеллект развит, ему проще делать дела. Он легко может пережить трудности, он легко может пережить банкротство. Я не хочу, чтобы мои ученики получилось, чтобы они заработали миллионы, а потом инфаркты и инсульты получили. Такого никому не нужен. Зачем нужно такое? Поэтому я обучаю их духовные ценности. Духовные ценности позволяют человеку стать достойным человеком, чтобы качества твоих намерений были правильные, твои цели были благородные. Понимаете, вот о чем идет суд. Это очень важнейший момент. Не настолько бизнесменов я воспитываю, а настолько сильных личностей воспитываю. И когда человек растет, остается благодарным, потому что он приобрел не только знания о деньгах, он приобрел ту ценности, которые не просто так. А эти духовные ценности из книжки не читаешь. Эти духовные ценности человек получает только тогда, когда живет с ними. Это огромный труд. Это бесценный дар. Поэтому долгие годы работая, всю свою жизнь я посвятил этому. С 8 лет. Поэтому это огромный труд. Следующее отличие моей системы от других систем, которые вы видите, то есть получается, одно из них, то, что я сказал, сочетание профессиональных знаний и духовных знаний. Следующая вещь в моем системе, отличие от моей системы, системный подход. Системный подход. То есть получается, что я рассматриваю успех как одну часть образа жизни человека. Поэтому обязательно я 50% о бизнесе говорю, обязательно рассказываю, скажем, 10% если я рассказываю о духовности, 10% о смене и так далее. То есть я обязательно чуть-чуть затрагиваю его уровень взаимоотношений, его уровень духовности, его уровень самопознания, личностный рост и так далее, его уровень здоровья. Я обязательно затрагиваю понемножку разные параметры его жизни. Потому что я понимаю, что колесо не крутится, если колесо велосипеда не крутится, если все спицы не будут одинаково ровно. Я видел постоянно два нарушения баланса. Карьера растет, семейные отношения падают. Семья поднимается, карьеры нету и так далее. И людям кажется, что невозможно быть и счастливым, и успешным. А кто вам так сказал? Почему вы так думаете? Значит, я себе так убедил. Вот это. Поэтому это большие отличия мою систему от других. Да, конечно, это некоторых людей даже это иногда останавливает, что они считают, что надо... Почему я пришел учиться о деньгах, он говорит о том. Но это в начале. А потом, когда проходит через некоторое время, человек вникает в суть того, чего я обучаю, и остается очень благодарным. Очень-очень благодарным. И много раз так и было, даже не один раз, очень много раз. Следующий вопрос. Вы даете два вида очень ценных обучений по бизнесу. Чем отличается 5-дневный мастер-класс от годичной программы обучения для будущих и действующих предпринимателей? То есть у нас по программе есть мастер-класс, который 5 дней. И есть годовое обучение для предпринимателей, хозяев бизнеса. Отличие большое. Вообще у меня два вида мастер-класса есть. Это мини-мастер-класс, я провожу 5 дней для предпринимателей. Там я затрагиваю тему выбор стратегия, конкурентная стратегия, потому что надо на чего опираться, что надо делать, чтобы у вас вы могли, можно сказать, быть сильными, конкурентоспособными. Если вы не имеете стратегии, конкуренты съедают вас. Если вы не понимаете, на что нажать, прибыль падает. Прибыль зависит от стратегии. Если прибыль ваша не устраивает вас, значит у вас нет стратегии. Вот почему. Прибыль слабая или малая и так далее. Поэтому на мини-мастер-класс, 5-дневный курс, я обучаю именно об этом. Обучаю выбор конкурентной стратегии или как создавать конкурентную стратегию. Второе, обучаю управлению персоналом. И третье, обучаю, как
управление клиент-продукт, то есть как маркетинг, управление клиент-продукт, что надо сделать так, чтобы ваш продукт нашел свой рынок, как своему услугу, своему продукту создать рынок, чтобы потребность создать или обеспечить потребность и увеличивать его, чтобы затоваривания не было, большие остатки не были и так далее, и так далее. Вот, на мини-мастер-класс обучаю эти вещи. Когда это обучают, человек пойдет делать, у него начинает сократиться расходы, у него продажа поднимается, у него прибыль начинает расти. Но мини-мастер-класс является первой ступенькой для основного мастер-класса. Основной мастер-класс 14 дней. На это 14 дней даю очень много тем. 17 тем даю на это 14 дней. Там управление ресурсами, управление, то есть формирование бизнес-процесса, маркетинг масштабного уровня, как реклама делать, как менеджмент поставить, как, можно сказать, учет-контроль поставить, финансовый учет, как переговоры вести, как стать сильным лидером, как принимать решения в каких ситуациях, как управленческое решение, как принимать и так далее, как эффективным руководителем стать и так далее. И, соответственно, как создать тот бренд, который тебе нужен, как позиционировать себя, как брендом стать, следующий шаг какой должен быть, стратегия на 10-20 лет какой должно быть и так далее, и так далее. Вот эти вещи обучают такому основном мастер-классе. Если компания, какие признаки есть, что скоро ты попадешь в кризисы, а что надо делать, чтобы компания не попала на долговая яма, чтобы не получилось, что у тебя много обязательств. Поверьте мне, если у вас знаний нету, бизнес могут легко превращаться в борьба за обязательствами. Либо вы занимаетесь бизнесом, либо вы занимаетесь борьбой со своими обязательствами. Один из них, другой не дано. Вот так. И как масштабировать бизнес и так далее. Все эти вещи я объясняю, обучаю и так далее. Какие стандарты надо создавать для бизнеса. Это объясняю, обучаю именно основном мастер-классе. Видите, я раньше основной мастер-класс вел, я заметил, что человек не успевает усваивать все информации, которые я даю. Он просто не успевает. Огромное количество знаний даю в основном мастер-классе. 14 дней. Вы представляете? 6 утра мы начнем сначала тренировка сознания делать, чтобы расширять восприятие, уровень восприятия и скорость мышления поднимать. То есть уровень энергии человека поднимать, уровень умственной энергии поднимать, чтобы у него восприятие было лучше, чтобы он понимал. Например, посмотрите, некоторые люди сообразительные сразу понимают вас, что-то говорит, если опыт был у него, или у него было, он столкнулся когда-нибудь с этим, это ему знакомо, он легче понимает. А есть люди, которые вообще не понимают, что это такое, многие вещи. Знания о бизнесе, о менеджменте, они действительно другие. Ребята, не путайте опыт с профессиональным знанием. Даже если вы практик в бизнесе, даю вам слово, то, что вы за 20 лет добились, максимум ваш доход будет 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, 5 тысяч долларов. Полно вокруг вас бизнесмены, которые 20 лет в бизнесе, его доход 3 тысячи или 5 тысяч, или потолок 15 тысяч. Понимаете, 20 лет в бизнесе эти люди, потому что они думают, что только своим собственным практике можно добиться что-то. Не путайте, понимаете, обычная практика не занимает место профессиональных знаний. Я это очень хорошо понял, когда начал профессионально учиться, профессионально делать. Когда я начал профессионально делать, мой годовой доход был 26 тысяч долларов. Я до этого опирался на личный опыт. Думал, я сам сделаю, сам добьюсь и так далее. Мой годовой доход был от 26 до 30, до 40 тысяч долларов. Вот так. То есть я заработал в месяц 3-4 тысячи долларов. Хотя работал 3-5 лет. Понимаете? Чистый прибыль был такой. Но когда я начал профессионально учиться, мой прибыль в том году составлял 654 тысячи долларов. Это разные вещи, понимаете? Огромные разные вещи. Только теория, одна теория, не занимает места, можно сказать, профессиональные знания. Или только один опыт тоже не занимает места профессиональных знаний. Когда это объединяете, вы творите чудеса. Это правда. Когда вы объединяете профессиональные знания, то есть теория и практика, у вас появляются профессиональные знания. Профессиональные знания – это сочетание этих вещей. Это творит чудеса. Это на самом деле так. Наши ученики, которые посещают наши мастер-классы, у них доход растет 2 раза в год, у кого-то 3 раза, у кого-то 50% и так далее. Вот так доход растет у них. Поэтому мини-мастер-класс, она подготовительный был для основного мастер-класса. Потому что на основной мастер-класс очень много знаний. Я заметил, что не все люди, они
могут усваивать. Я в этом году 2 года подряд сначала мини-мастер-классы вел и потом основной вел. Кто был на мини-мастер-классе, я заметил, что на основной мастер-классе у них просто взрыв мозга происходит. Потому что он уже 1 раз побывал, мою методику понял, он немножко внедрял, немножко практиковал, его сознание уже готово к тому, чтобы делать рывок. Понимаете, это такой классный результат дает. Большинство ребят, которые уже в мастер-классах побывали, у них огромные результаты. Это правда. 2-3 раза у них бизнес растет. Прибыль точно растет 2 раза, если чуть-чуть человек сообразительный. Конечно, зависит от самого человека очень многое. Я же могу обучать, он должен делать. Вот такое. Вот, поэтому мастер-классы отличаются от годовое обучение именно тем, что на мастер-класс человек сразу 14 дней все целиком берет. Целиком я ему даю, скажем, по 20% из всех параметров бизнеса. По 20% где-то так. А вот в годовое обучение каждого из них по 100% даю. Глубже обучение. Вот чем отличается. А годовое обучение, оно самое сильное обучение у меня. Один из самых сильных моих обучений – это годовое обучение. Потому что он каждый месяц приходит ко мне. Каждый месяц, представьте, он слышит меня, пойдет и делает. Потом слышит меня, пойдет и делает. Слышит меня, пойдет и делает. Работает эффект капелька воды. Работает эффект чемпиона. Мышление чемпиона формируется. Вы знаете, что постоянное обучение, постоянное развитие, постоянное стабильное обучение, беспрерывное обучение, стабильно, это дает, знаете, это творит чудеса. Это правда. Постоянное обучение без перерыва на длительный период, это творит чудеса. Так делали все просветленные люди. Так делали все ученые. Так делали все, кто стал профессором, академиком науки. Они все делали, изобретатели, все спортсмены. Если вы посмотрите в любой сфере вашей жизни, если кто-то в одном направлении постоянно учился и занимался длительный период, и он там выдающийся, успешный человек в своем сфере. Хотите стать в бизнесе успешным, надо иметь мышление чемпиона. Надо воспитать в себе мышление чемпиона, чтобы это у вас появилось. И иншаллах у вас будет, Бог даст, если вы это осознаете. Вообще сама по себе успех, она действительно имеет такую философию. Посмотрите, в любой сфере жизни это так. Сам успех такой. Надо вырастить себя. Надо выращивать бизнес, надо выращивать клиента, надо выращивать отношения с банком, надо вырастить отношения с поставщиками, надо вырастить, понимаете, выращивать. Почему много людей остаются на том же уровне, который были? Потому что они хотят все сейчас. Капитал надо вырастить потихонечку, как дерево. Как детей воспитываешь, вырастешь. Точно так же капитал надо вырастить, бизнес надо вырастить, отношения с инвестором вырастет, опыт надо накопить и вырастет. Себя как личность надо воспитывая, вырасти как чемпиона внутри себя. Я понял, что обычные люди это не хотят понять. Они хотят прийти сегодня прямо бизнес открыть и завтра зарабатывать. Третий вопрос. Кому вы рекомендуете обучаться по бизнесу? Каким параметрам должен соответствовать ваш ученик на этих видах обучения предпринимательству? Хороший вопрос. Кого я рекомендую обучать или учиться в этих курсах? Вы понимаете, тем людям, у кого есть бизнес, тем людям, кто хочет масштабироваться, тем людям, которые хотят после себя что-то оставить, тех людей, которые, знаете, хотят испытать себя. К чему ты способен, не хотят свою жизнь просто так прожить. Знаете, есть люди, которые имеют одну аптеку уже 15 лет, как $500 заработал, так и $500 заработал сейчас, и он говорит, что мне это хватает. Таких людей я не хочу тратить время. Я не хочу, чтобы такие люди пришли ко мне на учебу. Понимаете? Еще каких людей я не хочу, чтобы были на мою учебу? Те люди, которые учатся, но не делают. Те люди, которые просто у них, знаете, у них хобби везде ходить, им модно говорить, что я на этот тренинг побывал, на тот тренинг бывал, на этот тренинг был. Нет, я не хочу таких учеников. Потому что я даю своим ученикам то, что я не могу вернуть никогда. Вы понимаете? Я даю несколько часов своей жизни каждый день. А я когда беру на годовое обучение, год свою жизнь отдаю. Я не хочу, чтобы ко мне пришел такой человек. Потом еще какого человека не хочу видеть. Это тех людей, которые, знаете как,
посещает тренинг и ждет, что когда творится чудеса. Он посещает и ждет. Понимаете, это так не бывает. Знание так не работает. Знание и труд, они вместе работают. Например, от того, что вы знаете, что заниматься спортом полезно, это помогает вам похудеть? От того, что вы знаете, что религия говорит, что такие вещи не делайте, вы что, сразу стали верующие? Конечно, нет. Поэтому, каких учеников обожаю, каких учеников я действительно преклоняюсь перед ними, это те ученики, которые показывают результат. Понимаешь, глядя на них, я считаю, что моя жизнь не зря уходит. Я трачу свою жизнь на этого парня, а этот парень того стоит. Я знаю, что результат моих ученики 3 человеку помогает. Результат моих ученики 3 человеку хорошо помогает. Первым, кому помогает? Ему самому. Вы понимаете, что для человека счастливым? Что для человека успешным? Человек ничего, ни один радость, ни один удовольствие не сравнивается для человека как так, когда ты достигаешь цели. Например, ты ставишь цель и достиг его. Ты ставил цель, ты достиг его. Ничего в мире не делает человека более счастливым, как если он что-то творит, чего-то достигает. Когда человек ставит цель и достигает его, он себя чувствует счастливыми, уверенными, у него развивается талант и так далее. Это первый. Его результаты кому помогают? Ему самому. Второй его результат кому помогает? Мне помогает. Я, глядя на него, я чувствую вдохновение. Глядя на него, я начинаю повторить этого, я начинаю стараться, я начинаю вкладывать еще 2 раза больше усилий. Когда другой ученик приходит, это одушевляет меня, я постараюсь ему помогать, потому что это почему бы нет, здорово. Я стараюсь, чтобы этот результат был еще больше. Третий, кому это помогает, это результат. Помогает посторонним людям. Когда посторонний человек видит результат того и думает, вау, тому эти знания помогли. Если тот смог, давай я тоже попробую. А вдруг у меня получится. Получается, что эти результаты дают надежду совсем посторонним человекам. Следующий вопрос. Насколько мне известно, что каждый год летом вы проводите летние проекты для предпринимателей на Сикуле. Что дают они дополнительно к обучению, которое вы проводите в течение 5 дней и в течение года? Знаете, вот это есть мастер-класс, основной мастер-класс, который я сказал, 14 дней, который проходит в Сикуле. Что она дает? Она создаст эффект банка соленые огурцы, и она оторвает людей на 2 недели. И самое главное, там мы оттачиваем 4 внутренние силы. Мы оттачиваем там 4 внутренние силы. Это сила разума, сила тела, сила душа и дух. Понимаете? Посмотрите, дерево состоит, его жизнь от 2 частей. Видимая часть – это верх, когда вы видите листы, ветки дерева, и вы видите плоды дерева. Так? Но есть его корень, невидимая часть, где ниже земли, но вы его не видите. Она является невидимая часть дерева. Человек то же самое. Видимая часть человека – это его достижение, это его авторитет, это его, скажем, имя, это его успех, и это его человечность, и так далее, его фигура, его тело. Это его внешнее, понимаете? А его есть невидимая часть, которую вы не видите. Точно так же. Поэтому в этом мастер-классе оттачивают 4 внутренние силы, которые притягивают 4 внешние силы. 4 внутренние силы – это душа, тело, разум и дух. Их надо все гармонично отточить, гармонично надо развивать. Проблема людей в чем? Душа мечтает быть богатым, разум сомневается, потому что у него не хватает знаний, сомневается, а тело как лентяй где-то лежит, спит и так далее. Соответственно, дух исчезнет. Почему? Потому что сочетание это 3 внутренние силы развивает дух, 4-ю силу. Поэтому в связи с этим у многих людей раздвоенность происходит, внутренняя раздвоенность. Когда внутренняя раздвоенность происходит, это проблема. Дух исчезнет, человек себя чувствует неуверенным, человек чувствует себя уязвимым, у человека нет какие-то жизненные цели, ценности, все сломается. А мастер-классы в горах, именно в Сикуле, я это все склею, мы создадим эти вещи. Я специалист по человеку. Моя сильная сторона, что я профессионал по человеку, это моя сильная сторона. Понимаете? Вот она. А потом, когда человек вот это все понял, вот это 4 внутренние силы развивал,
4 внешние силы автоматом появятся. Это похоже, что дерево поливаете, ухаживаете с корнями, плоды само собой появятся. То же самое здесь. Одно из внешних сил это что? Деньги. Деньги. Другое из них это что? Информация, внешняя сила. Третье из этой внешней силы это что? Признание. Четвертое это наследие. Человек хочет оставаться историей и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все заслуживает человек, если он грамотно работает с 4 внутри силами. Гармонично. Когда поэтому человек попадает на наш мастер-класс, он оттуда уезжает совсем другой. У него огромный результат. Уловили? У него огромный результат. Вот так я обучаю людей. И вот так это дает результаты. Вы можете посмотреть результат нескольких учеников, которые побывали на мастер-классах. И делать вывод об этом. В какой последовательности вы предлагаете проходить программы для тех, кто решил обучаться на всех курсах по предпринимательству? Какой подход наиболее правильный? Надо начинать от мини-мастер-класс, который 5 дней, желательно. А потом, если получится, потому что основной мастер-класс 14 дней мы каждый год один раз проводим. Надо попасть туда, а потом годовое обучение. Но если вдруг человек то есть, не хочет ждать целый год, что один раз попасть туда на скажем, годовой предприниматель, на основной мастер-класс, который проходит в год один раз, и хочет сразу на годовой, я разрешаю. Почему? Если он мини-мастер-класс посещал, он может после его попасть на основной годовой. Или если мини-мастер-класс посещал, могут попасть на основной мастер-класс. Или могут, посещая мини-мастер-класс, попасть сразу на годовое обучение. То есть желательно, чтобы он один раз мини-мастер-класс посещал, потом попал на годовой или на основной мастер-класс. Если на годовой учиться, я рекомендую все равно попасть на основной мастер-класс. Или если мастер-класс посещал основной из Секули, который год один раз, я все равно рекомендую попасть на годовой. То есть это треугольник, он должен пройти. Тогда у него вот такой результат будет. Это супер результат дает. На какие вопросы в своем обучении бизнес-мастер-классу вы делаете особенный акцент? Какие параметры являются ключевыми? Сам руководить хозяин бизнеса. За все годы моей жизни я понял, что хозяин бизнеса это основной человек. Хозяин бизнеса главный двигатель бизнеса, хозяин бизнеса главный тормоз бизнеса. Посмотрите, одну компанию, например, процветающая компания, растет хорошо. Поставьте не умеющего руководителя, со временем он банкротит эту компанию. А теперь возьмите компанию, которая в банкротстве. Посадите туда профессионала, который мудрый, духовный, умеет понимать и умеет эту работу делать. Это сильный руководитель поднимет эту компанию. Бизнес зависит от руководителя. Все зависит от руководителя. Поэтому большой акцент делаю на это. Первое. Второй большой акцент делаю на том, чтобы он внутри был сильным, внутри был духовным. Внутри, когда он сильный, потому что постоянно кто-то подводит тебя в бизнесе. 80% идей, которые ты берешь, они не реализуются. 80% продуктов, которые ты создашь, не востребованы, так, как ты думал. 80% персонала, который ты нанимаешь, до конца либо не останется, либо подводит тебя. 80-90% партнеры подводят тебя. Такова закон. Понимаете? Это надо морально выдержать. Поэтому я акцент делаю на том, чтобы он внутри был сильным. Чтобы он не сдавался на полпути. А потом даю профессиональные знания, стратегия, управление, структура, менеджмент и так далее. И он вот так решает любую задачу. Понимаете? Когда человек уверен в себе, он легко решает любую задачу. И чаще всего решения, которые он принимает, они будут правильные или ближе к правильному. А когда человек не уверен в себе, когда у человека нет жизненной энергии, даже если знания есть, он эти знания не может использовать. Даже если у него идея есть, он боится эту идею реализовать. Если даже он видит где-то, что кто-то там делает, он говорит, нет, это у него получается. Я не могу, у меня не получится. Если у человека жизненной энергии нету, вот это, понимаете, вот это внутренней жизненной силы нету, даже время, если у него есть, он его на пустую потратит, валяется на диване и потихонечку время уходит. Следующий вопрос. Кого из своих учеников вы хотели бы отметить как особенно успешных после обучения по программам предпринимательства? Да их очень много. Их очень много. Есть у меня хороший ученик, Иван зовут его, в Павлодаре игрушки продает. Есть у меня ученик, Але, у него
Он номер один по Усть-Каменогорску, по транспортной компании, автобусы и так далее. Есть у меня ученик, парикмахерский Эверест, Абдулазиз Худжанди. Я горжусь этим парнем, честное слово. Есть у меня ученик Казбек Павлодаре, он смог победить себя, извини, у него 2 торговых центра и так далее. Есть у меня ученик Жандарбек Агай, ему 66 лет был, как пришел ко мне на учебу, на мастер-классах, и он сделал такой рывок, что словами не передавать. У меня много хороших. Есть у меня ученик Даурумбек, в Чимкенте живет, работает и так далее. У меня есть ученик, который из Ашхабада ко мне Расуль летит каждый месяц. Понимаете, есть ученик, который из Ташкента, Асадбек, я горжусь его, он такой классный ученик и так далее. Есть у меня ученик из Охон, есть из Намангана, есть ученик, которого я очень горжусь, Александр Алмата, Дулат из Усть-Каменогорск, есть Гульнара Атрао. Я горжусь этими учениками, верите? Есть Бахит, который Актау, сейчас он номер 1, строительная компания в Актау, больше всех строит с каждым днем и так далее. У меня очень хорошие ученики. И я реально говорю, если у меня ученик из Грозной летит к нам, из Гудермеса, по-моему, или из Грозной, Але зовут его. Вот эти ученики я очень восхищаюсь. Понимаете, есть Райхан и Тентимиш с мужем, есть Иманора с Жапаром. Я этих учеников горжусь. Есть Мураджан, который сейчас в Ташкенте живет, раньше он Атрау жил, колоссальный, хороший бизнесмен и так далее. Они растут на моих глазах. Вы знаете, я как садовник радуюсь каждый раз, когда вижу их успех. Я поймал себя в мысли о том, что у меня ничего не принесло столько радости, как результат моих учеников. Есть такая женщина, Зауре, она стоматология держит. Я горжусь ей, правда. Вы знаете, как вы себя чувствуете, если вы видите, что к вам пришел ученик, который средненький бизнес делает 12-14 лет, а потом обучал вас 3-5 раз, бизнес вырос у него. Некоторые из них 10 раз вырос их бизнес. У меня есть ученик Кенджи. Это парень, понимаете, незрячий, у него зрения нет. Но это парень, представьте на минуту, я с ним ездил, когда он мне каждый раз, он на 7 языках разговаривал. Когда мы ездили, он мне рассказывает, что Япония, что Америка и так далее. Он путешествует очень много. Я думал, это парень более зрячий, чем тех людей, которые видят. Потому что у него глаз сердца видит. И я горжусь этими людьми. Реально горжусь. У меня есть ученик, который посещал мои тренинги. У него оба нога не работали. Мирбек его зовут. Вообще из Бишкека, он такой молодой, 4 бизнеса построил. Понимаете, оба нога не работает. Я горжусь такими учениками, что через чего бы ни было, эти ограничения не останавливают их. Они достигают больших успехов. Поэтому вот, дорогие мои, хочу сказать вам, если вы смотрите эту рубрику, если вы читаете мои книги, если вы, скажем, занимайтесь бизнесом, я искренне от чистого сердца поздравляю вас. Вы сильный человек. Займитесь бизнесом. Почему? Потому что вы можете решать проблемы многих людей. Вы можете создать много рабочих мест. Вы можете изменить жизнь многих людей к лучшей стороне. За небольшое вознаграждение, зато вы столько добро делаете. Бизнес – это не обман. Это не хитрость. Бизнес – это творение. Понимаете? Что-то ценное. То, что не существовало, создавать. Всевышний создает живое, а человек создает бизнесы, создает науку, создает аппараты, техники и так далее. Человек душа давать не могут, но все остальное могут. Поэтому идите создавайте, идите творите. Идите творите через бизнес, решайте проблемы многих людей. Бизнес – это способ самореализации, бизнес – это не обман, это способ заботы о других. Станьте сильным бизнесменом, не делайте бизнес только ради денег. Поработайте на качество своих намерений. Знаете, я долгие годы работаю в бизнесе. Я заметил одно, если открываю бизнес только ради денег, она банкротится, она не пошло. Или если партнер пытался от меня хитрить, от меня что-то спрятал, вранье использовал, или я у него чего-то спрятал по глупости, эти бизнесы не процветали.
Если у меня была цель, что, или мнение о том, что ой, как-то-нибудь больше зарабатывать, эти проекты так и не запустились, так и не пошло и так далее. Не зарабатывать. Вы не можете зарабатывать за счет партнера, за счет команды. Вы можете зарабатывать за счет рынка. Я поздравляю вас. Идите зарабатывайте за счет рынка. Берите деньги с рынка. Станьте сильным бизнесменом. Пожелаю вам успехов. Долгих лет жизни вам пожелаю. Удачи пожелаю вам. Просветайте. Практикуйте все, чему вы читали в наших книгах, все, чего вы слышите в наших рубриках. Добро пожаловать в наши тренингах. Приходите, мы служим вам. Всего доброго.